Эти кадры сняты на камеру сотового телефона. Школьный рэкет в Кыргызстане давно стал привычной действительностью. Старшеклассники занимаются вымогательством. У малышей отбирают карманные деньги. Бороться с такими проявлениями сложно, говорят в Министерстве образования. Жертвы зачастую никому не рассказывают о проблемах, боятся последствий. В 2008-м официально зарегистрировано 4 случая рэкетирства. В 2009-м заявлением обратилось уже 13 человек, но реальные цифры значительно выше. Данная проблема сегодня назрела настолько, что она уже стала на уровне обсуждения Совета безопасности республики и стоит наряду с такими проблемами острыми, как энергетический и экологический кризис. В борьбе с рэкетирами правоохранительные органы надеются на помощь самих школьников. Инициативная группа организовала специальное детское движение, что-то вроде пионерского или комсомольского. Сейчас в его рядах уже около 40 тысяч человек. Кубат решил войти в организацию сразу, как только узнал. Старшеклассник в недавнем прошлом сам был жертвой малолетних налетчиков. Я испугался, я отдал все, что у меня было. Ну, в принципе, по большому счету у меня было немного самов, 20. А одному с этим невозможно бороться, потому что они задавят количеством и массой. С тем, что решить проблему можно только сообща, согласны представители правоохранительных органов. Открытые уроки в школах дали положительные результаты. Дети стали чаще обращаться в милицию. Дети стали чаще обращаться, то есть у детей появилось доверие к сотрудникам милиции, так как раньше этого в школах не замечалось, то есть дети боялись. Сейчас на данный момент во многих школах существуют ящики доверия, поэтому дети обращаются анонимно к нам. На конференции, в которой приняли участие представители Министерства образования, мэрии и правоохранительные органы, ребята внесли ряд предложений. Главные требования – ужесточить законы против вымогателей и обеспечить детей соответствующей защитой. Проект о новом законе школьники намерены передать на рассмотрение парламентариям.